Рахмет, иҭабуп даара аԥхьара сыршьит иахьа аамҭа соуит сааит жәақәак сҳәот саҭашәымҵа хәҷык ирџьбараны сцәажәар хәҷык сгәамҵыргьы ҟалоит, избан акәзар азҵаарақәа ишьҭашәхо имариаӡам рыӡбара ҳларҭ азҵаарақәа аԥсуа бызшәа уаҳалагозар даҽа зҵаарақәа абра ишәҳәаз. Сара сазааҭгылар сҭахуп, сара снапы иалакыз азҵаарақәа, иаҵаарадырра азҵаара, ахәыҷқәа рааӡара, насгьы аҭҵаақәа иҟасҵаз шықәсык инамаркны ишәзеиҭасҳәар сҭахуп. Дорогие друзья, я бы хотел поблагодарить всех за то, что меня позвали на круглый стол. Мне осталось несколько месяцев, и я уже не молодой человек по нашему закону. Мне очень приятно находиться среди вас и слышать о проблемах, которые вы поднимаете. Они в какой-то степени, вопросы, которые вы поднимаете, они философского содержания и прикладного содержания на земле. Объясню, в чем заключается философия, в чем прикладное содержание. У нас проблем в молодежной политике, я сам молодой человек все еще, как и вы все, сталкиваюсь с проблемами на местах и в государственной политике. Мы все здесь живем, все друг друга практически знаем, все родственники, мы знаем, что у нас происходит. Но для того, чтобы не быть популистом, да, мы как говорим, мы отталкиваемся от того, что знакомый друг о чем-то нам рассказал, сталкивался на практике с какими-то вещами. Год назад я решил провести такой мини-опрос небольшой, чтобы понять мои опасения, они подтверждаются или нет в части молодежной политики. И опрос провел, около месяца я его проводил, и проводил анкетирование было в городе, в Кагальском районе, остальное в социальных сетях проводил опросы. Я хочу сказать, какие, мои опасения подтвердились. К моему величайшему сожалению, они подтвердились. Я бы хотел обратить внимание на следующие показатели. Более 1000 человек было опрошено, и я, кстати говоря, потом не прекратил это исследование, я еще продолжал его вести, этот опрос, эту анкету. Вот какие показатели? 62% из опрошенных в наибольшей степени они сказали о том, что они нуждаются в помощи при трудоустройстве. Значит, у нас на первом месте стоит проблема трудоустройства. Да? Молодой человек отучился, поступил в университет. Здесь я согласен абсолютно, здесь вопрос уже профильного обучения, потому что на месте получается так, что, скажем, выпускник школы, он мечтает об одном, но он не знает на практике, в действительности, как у нас складывается ситуация, он выбирает профессию, свою мечту, так скажем. А потом эти мечты разбиваются об стену того самого трудоустройства. Ему тяжело найти себя, реализовать себя, и зачастую он опускает руки и не знает, что делать. В этом смысле должны работать институты, все институты в совокупности. Это же не только молодежная политика, это и просвещение языковой политики министерства, это и спорт, и государственная молодежная политика, и конкретный институт у нас этим тоже занимается. 45% просят поддержку в профессиональной ориентации и получении образования. Это же немаловажно, представляете, да, 45% они просят. Но в школе, возможно, об этом не скажем. Мы должны понимать, что в школе учащийся себя ищет. И зачастую он на 100% не может сказать о том, что это его профессия. Многие последний месяц определяются, какую профессию они выбирают. 43% ждут поддержки молодых семей, 38% нуждаются в помощи на получение жилья и субсидий, 31% организации спортивных и досуговых мероприятий, 27% нуждаются в помощи в трудной жизненной ситуации.
Это тоже серьезная категория людей. Они выпадают, понимаете? Они в социум не встраиваются, они не являются помощниками в строительстве нашего государства, да? Наоборот, они нуждаются в помощи. Эти моменты мы, наверное, частично учитываем. 78% считают, что возрос рост потребления наркотиков. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы выходим с вами на улицу, мы встречаем, наверное, через раз человека зависимого. Это наш бич, это наша проблема, это беда наша. Мы с этим сталкиваемся, но какую работу в этом отношении мы проводим, пока неизвестно. 74% считают, что в их районах присутствует криминализация молодежной среды. Я вот хочу особо отметить и сказать, там, где молодой человек не может себя найти, вот, образуется определенная пустота. Эту пустоту он потом, эти пробелы, да, он заполняет вот такими элементами. Начиная со школьной скамьи. Я имел практику быть директором, опыт такой небольшой был. Вы знаете, я для себя проводил исследования. Проходишься по классам, и не нужно соцопрос проводить, нужно смотреть на парты. Как правило, я как руководитель знал, кто за какой партой сидит, школа небольшая, и там вот аббревиатура вот криминальных элементов, да, многие нам кажется, что это вот потому что наивные, они просто копируют, дублируют, но они же копируют кого? Нас, старших, они дублируют свою среду, в которой они живут. Значит, это важнее, это в приоритете, мы должны менять такие вещи. И очень важно, вот сегодня то, о чем вы говорили, чтобы вы не молчали. Слово очень меняет, согласитесь. Слово может ранить, но оно может и лечить. Поэтому нужно оказывать поддержку точечно. Вы, может быть, не будете возглавлять какой-то целый институт, но помочь одному человеку вы сумеете. Это уже большая победа будет. В данном случае 42% отмечают рост потребления алкоголя, и 16%, для меня это было удивлением, они считают, что существует ущемление прав по национальному признаку. Эту тему мы обходим всегда вообще, честно говоря, открыто мы нигде не высказываем, но вот я для себя обнаружил. А теперь давайте, когда мы говорим о молодежной политике, вот совсем недавно существует такой канал, да, в интернете, Апснахабар, да, Апснахабар. Вот там статистику очень интересно привела Хатуна Шатова. Я очень ей благодарен за эту статистику, вы, наверное, слышали. Вот вы представьте, в день институты какие средства затрачивают. Давайте вот я быстро постараюсь. Министерство финансов в день затрачивает 245 тысяч рублей. Молодежная политика 16 тысяч рублей в день. Парламент 166 тысяч рублей в день. Я еще раз повторюсь. Реабилитация инвалидов 9 тысяч рублей в день. Таможня 512 тысяч в день. Языковая политика 14 тысяч в день. МВД каждые 4 дня 10,5 миллионов. Культура в год 10,5 миллионов в год. Вот он наш с вами приговор. Мы можем долго говорить, спорить, взывать о помощи, но, по-моему, если мы сами не приступим к решению данных проблем, ничего не будет. Вы, наверное, слышали о конкурсе «Гордость Абхазии». Я был на тот момент руководителем школы. Я мог и не принимать участие. Со стороны вроде бы состоялся, да, человек нашел себя, профессию. Нет, я решил принять участие для того, чтобы заявить всем. Вы видите, есть другие механизмы. Можно не по родственным связям карьеру строить или просто жить, но можно участвовать в конкурсе, и тогда у тебя все будет хорошо. Но я открыто вам скажу, данный конкурс не все поддержали. Надо об этом говорить. Конкурс прошел, вот вы молодые люди, вы же должны об этом знать. Заслуга Инала Батовича в том, что этот конкурс прошел. А в дальнейшем, ребята, у нас больше 20 человек там интересные проекты были, такие же, как и у вас. Один из проектов, который я развивал, но в связи с тем, что карты заблокировали SWIFT одно время, я не смог проплатить сайт, которым я занимался. Он связан был с образованием. Если вы сами свои проекты не будете продвигать,
лично, самостоятельно, со своих средств, вам никто не поможет. Единственное, что я могу вам сказать, если мы все вместе можем где-то помочь друг другу, это будет здорово. Нам нужно возобновлять проекты наставничества. Слава Богу, у нас есть меценаты, у нас есть богатые люди, которые готовы, возможно, не помочь какому-то большому институту, потому что нет доверия какого-то. Но молодежи всегда помогут. Нужно просто уметь правильно подходить к некоторым вопросам. Я верю в то, что с мертвой точки возможно сдвинуть, не знаю, любую лодку, любую.